Нифе, приветствую вас в нашем проекте. Рада встрече. Давайте знакомиться, вы расскажете мне о себе. Салям алейкум. Я тоже очень рада встрече. Я хочу поучаствовать в проекте. Скажем так, работаю много лет бухгалтером. Это офисная специальность. Есть дресс-код? В какой-то степени, да. Чаще всего я хожу либо в платье футля, либо строгая юбка, рубашка. Я поняла. То есть все время одно и то же, да? Да, скажем так, одно и то же. Профессия накладывает отпечаток на мой гардероб. Мне А захотелось как хотите перемен. выглядеть? Мне захотелось выглядеть более стильно, может, более романтично. Я поняла. Вот. Ну что ж, вы обратились по адресу. Сегодня мы с вами поработаем в магазине, а затем отправимся в салон, где поработаем с вашим цветом волос, с вашей Я прошу прической. прощения, дамы. Не могу оставаться в стороне, когда здесь творится беспредел. Я услышал, что кто-то хочет перекрасить свои волосы, хотя они и так отлично выглядят. Я прошу прощения, вы кто вообще? Я раньше-то от лосев вел, вы мне брови еще рисовали. Иса, что ли? Да, Я тебя не узнала с бородой. да, представляете, вот такие изменения. А Но какой повод появления тебя? я просто не могу смотреть, как наша героиня хочет что-то в себе поменять. Ну почему скажите, бы и что нет? она хорошо выглядит. По-моему, Прекрасно. отлично выглядит. Я бы единственное, что сделал бы, наверное, внес бы каких-нибудь летних красок в ее образ. Это цветные сарафаны. Обязательно у нас в Крыму это, Я обязательно воспользуюсь твоими это советами. большие сапоги резиновые и Да, зонтик, кстати. который спасет от дождя и града. Наша погода как раз предполагает наличие резиновых сапожек, так что воспользуемся советом. Обязательно в гардеробе. По образу ничего не менял бы. Все оставил бы и цвет волос. Я как-то пробовал перекрасить волосы, вот к чему это привело. Боже мой. Поэтому Теперь всё понятно. можно подкорректировать брови, если хотите. В отличие от моих, они выглядят шикарно. И, возможно, свою лепту внесет лэшмейкер. Иса, ты переквалифицировался? Я не могу понять. Да, я сейчас продаю кукурузу. Слушай, я приглашаю тебя на финал. Мы поработаем с Анифе, а вечером мы все вместе оценим результат нашей работы. Ты готов? С удовольствием принимаю ваше приглашение. И если вы позволите, я знаю, где можно приобрести яркие, классные летние наряды. Погнали! Что скажете? Как вам образ, который подобрал Иса? Супер, да? Я бы у такой девушки шуруповерт точно купил бы. А еще смотри, я нашел тебе туфли, в которых можно продать болгарку. Идем мерить. Халиде. Мне очень нравится такой образ. Он такой свежий, летний. Очень, конечно, непривычный для меня, но я думаю, я бы такое платье в отпуск взяла. Отлично. Я думаю, что это платье классно будет смотреться еще и со спортивной обувью, скажем, белыми кедами, потому что вот здесь у нас присутствуют такие полоски с намеком на спорт, да, поэтому мы смело можем одевать его с белыми кедами. Очень неожиданно, Иса, расскажи, что ты хотел этим образом сказать? Наша героиня упомянула, что очень хочет в отпуск. Я надеюсь, ее начальство услышит сейчас. Поэтому лучший отпуск обычно у бабушки в селе. Ага. Для этого мы подобрали удобную обувь, в которой будет легко ходиться по сельской местности, брюки и блузку, которая защитит ее от комаров, от пчел и от разных насекомых. Я поняла. А шляпа на голове, естественно, от жаркого солнышка и дождя. Да, прекрасный образ. Защитит и от комаров, и от пчел, и от солнца, и от мужского внимания тоже. Ты предлагаешь что-то другое, да? Давай сейчас посмотрим мой вариант. Давай. Халиде, мне очень понравился этот образ. Он, мне кажется, подошел бы и на работу, и на прогулку. Выглядит стильно, молодежно и, как по мне, очень удобно. Зулимар, приветствую вас, рада снова видеть.
Давайте подумаем, что сегодня мы можем предложить Анифе, да, исходя из структуры ее волос и образа жизни. Как вы думаете? Здравствуйте, Халиде, рада новой встрече с вами. Что могу сказать по поводу нашей героини? У нее плотные густые волосы с шелковистой текстурой. Да, волосы шикарные. Хотелось бы подчеркнуть богатство этой текстуры ровным срезом и создать коренное удлинение. Я думаю, что это придаст ей больше стиля, уверенности и индивидуальности. Да, а по цвету, как вы думаете? А по цвету, я думаю, сделать яркий акцент у лица. То есть мы добавим каких-то Освежив прядей, образ. да? Да. Правильно? Добавим несколько Отлично, прядей. я думаю, что можем приступать, и нас сегодня ждет потрясающее перевоплощение. Вы знаете, глядя на нашу героиню, я бы использовал стиль раннего барокко или позднего рококо. Я бы выбрал ей виски и сделал бы ирокез. Прекрасная идея, коллега. Сейчас кресло освободится, и мы сможем воплотить это с вами. Мне это не пойдет, я просто представитель позднего импрессионизма. Приветствую, Гульзар. У Анифе очень яркая внешность, да, очень много ярких акцентов на лице. И мне кажется, что в таком случае нужно с макияжем быть максимально аккуратным. Вот расскажи, пожалуйста, как ты планируешь это осуществить? Да, у нас есть акцент на бровях, поэтому мы будем использовать нюдовые цвета, чтобы не перегружать образ. Отлично. Ну что ж, я с нетерпением жду твой макияж. Обычный день для меня, когда я собрался попить зеленого чая, перевернулся с ног на голову, как и для нашей героини. У нее яркая внешность, но периодически она слышит критику от своих друзей и знакомых. Она захотела внести в свою жизнь ярких красок, и наша команда ей в этом помогла. Итак, друзья, встречаем Анифе. Браво! Крики «Ура! Эх, это моя дочка!» Что с ней случилось? Какие эмоции сейчас исходят от любимого отца? Давайте услышим. Я поражен, я не знаю, у меня эмоции такие. Грубо говоря, так я теряю даже речи. Ну это ваша дочка, узнаете? Да. На кого похожа? Больше на жену или на вас? Нет, на жену больше похоже, это же... Такая же красивая, да? Что скажет нам мама? Я тоже в шоке. Вот, мне очень нравится. Я не ожидала, честно. Я могла представить все. Все, даже думала, что стрижка будет короткая, но настолько я не ожидала видеть. В общем, кардинальные изменения, Она да? кардинально изменилась, да. Чего ей не хватало, если честно сказать. Вот, я всегда хотела, чтобы она что-то все поменяла. Супер, супер. А вот Ну, молодой лет человек... 10 сбросила этот вот. Ой, ну, Анифе, Сейчас Да. Анифешке 12. Отлично, вот молодой человек, брутальный, с бородой, видим, с букетом цветов стоит. Кем приходитесь нашей героине? Братишка. Братишка, да? Отлично. Какие эмоции? Как поменялась сестра? Кардинально поменялось. Такие чувства, эмоции просто не передать словами. Это Даже совсем жалеешь, другой что... человек. И она вышла, Подожди, я ее опять. не узнал. Даже жалеешь, что ты ее братишка, наверное, да? Немножко есть. Да, сейчас бы в плане как кавалер подарил бы цветы, но я думаю, сейчас можешь смело шагнуть. Мама с папой тоже могут подойти и обнять. Я очень благодарна всей команде Holiday Fashion. Мне очень понравилось. Это неожиданный для меня образ, неожиданный для меня стиль и в одежде, и в прическе. Девчонки постарались, Holiday çok sağ olun. Спасибо огромное всем за то, что приложили столько усилий. Мне все очень нравится.
Çok sağ olun. Итак, друзья, этим выпуском мы завершаем наш сезон и уходим на каникулы. Подожди, что значит завершаем выпуск, что значит уходим на каникулы? Я вон там уже увидел девушку, ей осталось только причесочку, градуировочку сделать, юбочку в цветочек и готов. Резиновые сапожки. И зонтик.